Погодные условия стали причиной временного закрытия ледовой переправы. В снежном плену оказались 13 автомашин. В Якутии увеличилось количество зарегистрированных пользователей порталов госуслуг. Счастливчики розыгрыша. Сегодня победители проекта «Весна» на НВК начали получать свои подарки. Это «Якутия-24». В прямом эфире рассказываем о главных событиях. В студии Андрей Погорелов. На ледовой переправе Кангаласы-Сотинцы временно закрыт проезд для автотранспорта до улучшения погодных условий. В расчистке пути задействованы 2 колесных бульдозера. В настоящее время движение осуществляется по ледовым переправам Якутск-Нижний Бестях и Хатасы-Павловск. Напомним, сегодня утром на автоземнике Кангаласы-Сотинцы в снежном плену застряли аж 13 автомашин. Было эвакуировано 5 человек. По состоянию на 7 часов утра 19 человек отказались от эвакуации и остались на месте. Кроме того, закрыт проезд для всех видов транспорта в Кобяйском районе на участке автодороги Сангар-Сите-Батамай-Булус. Сейчас до райцентра проезд осуществляется по автомобильной дороге со стороны горного района Асыма-Кобяй-Сангар. Сложная ситуация отмечается также в ряде других районов Якутии. Из-за пруги водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. В Якутске также ведутся работы по уборке снега. На ликвидацию последствий пурги уйдет 1 неделя. На основных городских дорогах работают 8 бригад, 90 единиц техники и 60 рабочих. Все действия транспорта расписаны по минутам. Время выполнения работ контролируется. В первую очередь расчищают центральные дороги. Это позволяет уменьшить накат и беспрепятственно двигаться автомобилем. Отметим, что с 1 апреля с улиц вывезено уже 4300 кубометров снега. Каждый погрузчик, каждый самосвал и работники делятся по группам, и каждый по заданию свои улицы убирает. Объем увеличивается каждый раз. Но объем составляет где-то в день, получается, КАМАЗа по 10-15 рейсов делает. Снег вывозим на полигон по улице 50 лет Советской Армии. Из-за взрывных работ на месторождении Трассовое сегодня в Алданском районе перекроют участок федеральной дороги Лена по маршруту Невер-Якутск. В опасную зону проведения работ попадает участок от 692 до 694 километра. Расстояние от места взрыва до трассы составляет 100 метров. Об этом сообщает Управдор Лена. Алданзрывпром уведомляет, что 3 апреля на горнорудном комбинате Нижнеякокитский будет произведен массовый взрыв. 757 человек трудоустроены за первые 2 месяца в Нерюнгринском районе. 91 человек направлен на курсы обучения. Выдано 3 целевые субсидии для начинающих предпринимателей. Результаты первого квартала по содействию занятости граждан озвучили на заседании специальной рабочей группы. Трудоустройство состоялось по действующим соглашениям с компаниями «Колмар», «Якутуголь». Также трудовые договоры заключены во время ярмарок вакансий. В настоящее время в Нерюнгринском районе порядка 1500 вакантных мест. Большая часть из них – рабочие специальности. Между тем, 750 тысяч рублей разделят 3 наследника Якутии. Деньги потратят на экологию. Объявлены победители конкурса «Сохраним природу вместе». Участниками стали 36 администраций населенных пунктов из 16 районов республики. По направлению «Экологический десант» победителями конкурса стали Белетницкий наследник Алданского района, Наяхинский наследник Усть-Алданского и Ламынхинский наследник Кобяйского района. А в Мирном ведется работа по переселению граждан. Для обсуждения программы приглашают жителей. Предложения, замечания необходимо представить до мероприятия в письменном виде. Оно запланировано на 20 апреля. Общий объем финансирования программы в районе 133 миллиона рублей. На эту сумму планируется переселить из аварийного жилищного фонда 180 человек из 18 домов. Всего в аварийном жилфонде, признанном таковым после 2012 года, проживает более 4000 человек, что составляет почти 6% от общего количества жителей. Возможно, проблема с жильем является одной из причин того, что большинство пар в Алданском районе воспитывают 2 детей. Ведь на 3-го ребенка в прошлом году решилась лишь каждая 6-я семья. О демографической ситуации в районе расскажет Татьяна Вахнина.
В Алданском районе девочки рождаются чаще мальчиков. Растет количество двоен. Большинство детей имеют обоих родителей. У 45 малышей есть только мамы. Таковы данные отдела ЗАГС по Алданскому району за 2017 год. В 2017 году органами ЗАГС Алданского района было зарегистрировано 434 актовых записей о рождении. В числе новорожденных 218 мальчиков, 216 девочек, 6 пар двойняшек. Это большое количество, у нас за последние годы не было столько двоен. На второго ребенка решилось подавляющее большинство семей. На втором месте пары, у которых появились первенцы. А родителей, официально ставших многодетными, меньше вдвое. И уж совсем редко встречаются семьи, воспитывающие 4 и более малышей. Семей, которые зарегистрировали рождение первого ребенка, 148, второго 177, третьего 65. И также в 4 семьях на свет появился 6-й ребенок. В прошлом году население Алданского района увеличилось более чем на 400 человек. Естественный прирост, однако, отрицательный. Количество умерших превышает число родившихся. В печальной статистике больше мужчин. В 2017 году зарегистрировано 517 актов о смерти. Умерло 299 мужчин, женщин 203. Большинство мужчин умирают в возрасте от 60 до 70 лет. В среднем продолжительность жизни у женщин на 10 лет выше. Основными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты и инсульты. Тенденции прошлого года прослеживаются и за истекший период 2018-го. По данным отдела ЗАГС, смерти регистрируются чаще, чем рождения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В прошлом году количество зарегистрированных пользователей порталов госуслуг увеличилось на 23% и составило порядка 400 тысяч человек. В настоящий момент этот показатель увеличился на 52 тысячи. Свыше 60% – это жители республики возрастом старше 14 лет. Министерством связи республики ведется работа по увеличению центров обслуживания по регистрации и подтверждению учетных записей в единой системе. На сегодняшний день на территории республики функционирует 371 центров обслуживания. Мы видим, что итоги нашей работы есть. Электронные услуги, они приобретают все большую популярность у нашего населения. Мы работаем и в телевидении, и на радио, в автобусах, в торговых центрах. Вот поработали за все эти дни. И в районах, в центрах регистрации, в МФЦ особенно. Вся эта работа идет, но вот именно в эти дни она, конечно, усиливалась. Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов оштрафован за неоплату услуг по контракту. К ответственности привлечен директор. Нарушения устранены, имеющаяся задолженность погашена в полном объеме. Государственным бюджетным учреждением республики Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов не произведена оплата за предоставленную услугу по контракту в размере свыше 95 тысяч рублей. По данному факту прокуратура города возбудила в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по республике Саха-Якутия должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей. Ну и к другим новостям. Имя лучшего учителя 2018 года станет известно уже 6 апреля. В Якутске стартовал республиканский конкурс «Учитель года». В этом году мероприятие проводится под девизом «Сейте разумное, доброе вечное». В нем принимают участие 33 педагога. Интеллектуальное состязание состоит из нескольких этапов. Накануне конкурсанты провели методический семинар, где ознакомили членов жюри со своей творческой деятельностью. А сегодня начались конкурсные уроки с использованием различных технологий. Также в рамках конкурса учителя проведут мастер-классы, продемонстрируют образовательные проекты и встретятся с министром образования. 33 участника, но это связано с тем, что в этом году республиканский клуб «Учитель года» проводил свой конкурс «Серебряный пеликан», и победители этого конкурса добавились к общему количеству представителей районов. И еще здесь же находятся победители конкурса «Молодой педагог». Первое задание очного этапа стало называться методический семинар, на котором участник говорит о своей конкретной методической концепции, какой-то такой генеральной линии, на которой потом он будет строить и свой мастер-класс, и свой урок и так далее. Но я думаю, что это правильно, справедливо, потому что по одному какому-то уроку, который выдернут из общей линии, судить о мастерстве учителя невозможно.
В Якутии стартует Arctic Skills. В Нерюнгринском районе пройдет международный семинар оленеводства «Основа жизнедеятельности коренных народов Арктики». Жители и гостей Иенгры смогут стать свидетелями интересного и яркого события 3 и 4 апреля. Чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills такого масштаба в республике проводится впервые. Участники 56 человек из разных районов республики, Красноярского края и Норвегии. Состязания пройдут по 5 компетенциям, характерным для традиционного образа жизни и уклада коренных народов Севера. Определились победители розыгрыша «Весна» на НВК. Сегодня они начали получать свои подарки. Второй год подряд проект радует своих телезрителей. Счастливой обладательницей мотоцикла «Минск» стала жительница Якутска Ксения Иванова. Женщина не ожидала такого сюрприза. Сегодня она впервые увидела его вживую. Просто это было неожиданно. Я не ждала. Посмотрела совсем много. Если не сказала бы, что это минский, я не поверила бы. Раньше-то они какие были? Маленькие такие, да? Раньше-то гоняла, сейчас-то. Без отрыва от образования профессионально растут будущие олимпийцы, воспитанники Республиканской школы Олимпийского резерва в Алдане. Все свободное время юные спортсмены посвящают тренировкам. Как живет Олимпийский резерв, расскажут наши алданские коллеги. Каникулы семиклассник Антон Уваров, уроженец Усть-Алданского района, провел за книгами. Режим тренировок прервала простуда. Антон – воспитанник Республиканской детско-юношеской школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта. На лыжах ходит с малых лет. Тренеры прочили ему блестящую карьеру, и Антон приехал в Алдан, чтобы профессионально расти в школе Олимпийского резерва. Немножко скучаем по родителям. Детско-юношеская спортивная школа образовалась при Центре подготовки лыжников в 2013-м. Спустя 2 года ей был присвоен статус школы Олимпийского резерва. Каникул здесь нет. Летом ребята оттачивают мастерство на ройлерах, зимой на лыжах. В период учебно-тренировочных сборов школа собирает более 100 воспитанников. Порядка 30 юных спортсменов находятся здесь в течение учебного года. Общее образование ребята получают в городских школах. По итогам пятилетия у нас воспитано более 10 мастеров спорта, более 20 кандидатов мастера спорта, и практически всю республику, имеется в виду лыжную, мы охватываем. С дисциплиной и успеваемостью в общеобразовательных школах у ребят проблем нет. Дружны они и между собой. Конечно, отрываться от дома и родных подросткам непросто. Однако спортсменам выдержки и умения достигать поставленных целей не занимать. Конечно, у нас дети приезжают со всей Якутии, и проблемы есть. Это прежде всего языковой барьер. Но мы стараемся справиться с этой проблемой. Дети обучаются у нас в школе номер 2 города Алдана, и там проблем с ними нет. Сегодня в подавляющем большинстве воспитанниками детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта становятся подростки. Однако в Олимпийский резерв могут войти дети с 9 лет. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Таковы новости этого часа. Оставайтесь на Якутия 24.